алейкум, добрый вечер. 2 марта 1099, день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман», в студии София Абляева. Сегодня мы расскажем о таком. Взрыв на Львовской шахте забрал жизни нескольких горняков. Из-за ремонта центра Симферополя оккупационная прокуратура Крыма возбудила уголовное дело. Молодцы, что переделать не совсем качественно кое-где, да. Давление Гонтаревой на судей расследует Генпрокуратура. Діючим головою Національного банку України здійснюється тиск на Верховний суд України. Восемь человек погибло, 6 травмированы, десятки горняков завалило грунтом. Во Львовской шахте прогремел взрыв. В селе Глухов Львовской области на шахте «Степная» в результате взрыва обрушилась горная порода. По предварительным данным, всех пострадавших уже подняли на поверхность. В момент инцидента на шахте работали 172 горняка, из которых 34 на аварийном участке. Точные причины взрыва устанавливаются. На месте продолжают работу спасатели. Президент Украины Петро Порошенко в связи с гибелью горняков 2 марта объявил всеукраинский траур. Ввести дополнительные санкции против России. Так отреагировал Петро Порошенко на национализацию украинских предприятий на оккупированных территориях. Президент на встрече с министрами иностранных дел Великобритании и Польши призвал международное сообщество поддержать Украину. 1 марта в ответ на торговую блокаду Донбасса на всех украинских предприятиях, расположенных на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ввелось внешнее управление. Большинство этих предприятий принадлежат украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. Це є абсолютно чітке підтвердження факту окупації цієї території російськими військами разом з повним контролем державного кордону неконтрольованої ділянки військами Російської Федерації. В зв'язку з цим ми наголошуємо, що Росія несе повну відповідальність за порушення режиму припинення вогню, за вбивство українських військових і українських цивільних, за незаконне утримання заручників як на окупованій території, так і всередині Російської Федерації. І в мене буде окреме прохання, щоб ті, хто сьогодні вступить в так звану власність конфіскованих активів, до них обов'язково ми спільно були застосовані санкції за порушення міжнародного і українського законодавства. Суд обязал Генпрокуратуру расследовать факт давления главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой на судей, которые рассматривают дело украинских вкладчиков. На заседание по заявлению нардепа Игоря Луценко о бездеятельности Генеральной прокуратуры Украины ездила наша съемочная группа. Ирина Рос, одна из пострадавших вкладчиков, рассказывает, 20 лет работала предпринимателем, вложила все сбережения в банк, теперь не может вернуть свои деньги. Я не то чтобы вкладывала, я принесла, положила их под гарантии того, что государство будет наблюдать за этим банком. Это деньги моего предприятия и это деньги мои личные. Это два счета, которых я уже никогда не верну. Начинать жизнь сначала в моем возрасте уже не очень приятно. Дела вкладчиков рассматривает Верховный суд Украины. По словам пострадавших, на суде оказывает давление глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Чтобы привлечь ее к уголовной ответственности, вкладчики обратились за помощью к народному депутату Игорю Луценко. Он ходатайствовал перед судом, чтобы Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство и расследовала факт давления Гонтаревой на судей Верховного суда України. Ми вважаємо, що у даному випадку здійснюється необґрунтований тиск на суд, втручання в діяльність правосуддя шляхом надання вказівок для ухвалення неправосудних рішень на користь регулятора. А тому, оскільки маються ознаки вчинення кримінального правопорушення за статтею 376 Кримінального кодексу України,
було направлено відповідне повідомлення про кримінальне правопорушення. Представитель Генеральной прокуратуры опровергает эти показания. Пані Гонтарева вказувала безпосередньо, надавала вказівку. З аналізу цього листа жодного в цьому листі немає. В цьому листі є тільки аналіз судових рішень. Тобто жодної вказівки про скасування тих чи інших рішень, як заявляє представник скаржника, в вказаному листі немає. Судья выслушала аргументы двух сторон, вернулась из совещательной комнаты уже с решением жалобу народного депутата удовлетворить. Скаргу Луценко Ігоря Вікторовича на бездіяльність посадових осіб Генеральної прокуратури України щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити. Ухвала оскарження не підлягає. Генеральная прокуратура, которую Игорь Луценко обвиняет в бездействии, теперь зарегистрирует уголовное производство и будет расследовать факт давления Валерии Гонтаревой на суд. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Министерство информационной политики Украины за 2 недели составит список антиукраинских сайтов для инициирования их закрытия. Глава ведомства Юрий Стец сообщил, что собранные материалы передадут в суд для принятия окончательного решения. 25 февраля президент Украины Петро Порошенко ввел в действие решение СНБО о доктрине информационной безопасности Украины и утвердил доктрину. Согласно документу, служба безопасности проведет мониторинг местных и иностранных СМИ и сети интернет с целью выявления угроз национальной безопасности Украине в сфере информации. Спокуса була у Віктора Федоровича, і він це робив, використовуючи прокуратуру. Йому не потрібно було доктрини, міністерства, нічого. Він просто дзвонив Пшонці і казав, піди там і забери у того медіа, того журналіста, навчи, як правильно жити, в лапках. Тому це не залежить від документів чи табличок, це залежить від людини, наскільки вона готова або не готова робити чесно свою роботу, порушувати межу, де інформаційна безпека і свобода слова. Российская агрессия в Украине – это не внутренний конфликт, это международный кризис. Об этом сообщил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чалий. На прошлой неделе Конгресс открыл свое представительство в Брюсселе и теперь будет продвигать интересы Украины в ЕС, НАТО и других организациях. Російська Федерація чи російський президент явно виявляє, показує свої імперські амбіції, які йдуть далеко далі, ніж Східна Україна і Крим. Я думаю, що він це показав мілітарно і в Грузії, і в інших країнах. Я думаю, що ми сьогодні бачимо, що це не є тільки мілітарна агресія, а що то є фактично гібридна війна, де використовуються і мілітарні засоби, а також дезінформацію і різні інші атаки, включно під час виборів, президентських виборів в Сполучених Штатах Америки. Для детей-переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса в украинской столице открыли комьюнити-центр. Здесь школьники могут проводить время после занятий, играть в игры, участвовать в мастер-классах и записаться на кружки. Подробнее об этом далее. Восторженные детские крики, яркий интерьер, всюду шарики. Такая атмосфера царит в новом детском комьюнити-центре, открытом на базе одной из столичных школ. Именно сюда трижды в неделю после школы могут приходить дети переселенцев из Крыма и Донбасса, чтобы интересно провести свободное время и найти друзей. Луганчанка Даша Жуля пришла сюда вместе с мамой. Девочке не нравится сидеть одной дома после уроков, поэтому она решила пойти в центр. Играть с детьми, там, например, какие-то игры, развивающие мозг, например, как пазлы, все вместе собирать один большой пазл. Она не может выйти, например, на улицу погулять, потому что она еще не сдруживается с детками. А здесь возможность будет и общение с детками будет, и то есть прекрасно проведет время. Детский центр помогли открыть общественные организации совместно с Киевским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи. По задумкам организаторов, комьюнити-центр должен стать местом интеграции детей-переселенцев в местное общество. Здесь дети под руководством профессиональных педагогов смогут заниматься в различных кружках, участвовать в мастер-классах и играть в игры. У нас есть разнообразное количество кружков по направлениям туристическим. Они просто могут прийти сюда и расслабиться. У нас здесь есть сейчас настольные игры. В центре школьникам смогут оказать и психологическую помощь. Кроме того, тут детям помогут стать настоящими скаутами.
Передати їм найважливіші знання, які можуть знадобитися їм в походах, ну і тому подібне. Наприклад, зараз я хочу з ними інтенсивно зайнятися вузлами, навчити їх в'язки вузлів, адже вони потім зможуть їх використовувати в будівництві різних споруд. Все занятия в комьюнити-центре будут проводиться абсолютно бесплатно. Евгения Данилова, Асан Илинов, Заман, АТФ. Суд по делу Чайгоза проходит вопреки российскому законодательству. Об этом после 86-го заседания суда сообщил адвокат Николай Полозов. В частности, суд допросил 2 человек в качестве иных лиц. Это Искендер Кантемиров и Искендер Эмирвалиев. Оба проходят по выделенному делу 26 февраля. Из-за таких грубых нарушений Полозов заявил, отвод коллегии судей ходатайства традиционно не удовлетворили. Заместителя главы Меджлиса Ахтама Чайгоза судят за якобы организацию массовых беспорядков 26 февраля 2014 года под стенами Верховной Рады Крыма. В последующем защита, безусловно, будет ходатайствовать об исключении этих показаний как недопустимых, поскольку они получены с нарушением Уголовно-процессуального кодекса. В целом мы видим, что суд идет на открытые нарушения закона. По всей видимости, это обусловлено заинтересованностью судей в исходе дела. В оккупированном Крыму возбудили уголовное дело из-за некачественного ремонта центра Симферополя. Дело возбуждено по факту по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Реконструкция центральных улиц Симферополя началась в сентябре 2016-го. Администрация города потратила на это 180 миллионов рублей. Фирма-подрядчик некачественно и несвоевременно провела ремонт. Теперь за свой счет проводят работу над ошибками. Вы можете назвать хоть одно здание на территории огромной России, которое бы соответствовало мировым стандартам, и которое, допустим, там 100 лет, и которое бы построил русский архитектор, русскими руками? Есть такое одно? А это плоть и кровь наши. То есть они наши люди, они у нас учатся, они у нас живут, они у нас делают. Поэтому лучше особо сильно требовать так не бывает. Красиво делают, но переделают. Молодцы, что переделают. Не совсем качественно кое-где, да. Ну, красиво будет. Думаю, что переделают. Надеемся. Морозы были, не надо было ложить. Ну, видать, настаивали, хотели к Новому году сдать. Кто-то ж требовал этого. В Авдеевке заканчивается вода. Запасы исчерпаются уже завтра. По словам руководителя военно-гражданской администрации Авдеевки Павла Малыхина, запасов питьевой воды осталось на 1 закачку, то есть 1 день. В конце февраля боевики незаконных республик, обстреливая Донецкую фильтровальную станцию, попали в трубу, по которой хлор подается для очистки воды. В людей був запас води, плюс забезпечуємо людей водою зі скважин. Також будуть підвозитися цистерни з водою. Там обіцяли нам підвезти вже волонтери 20 тонн води з Харкова, 18 тонн обіцяли підвезти Червоний Хрест. І ця вода також буде роздаватися. Это все новости на этот час. Смотрите следующий выпуск «Заман» уже через 2 часа. Будьте с АТР. Всего хорошего.